Друзья, я предлагаю коснуться еще одной очень важной темы, которая, в принципе, не утихает последние несколько дней. Это решение комиссии по чрезвычайной ситуации, Национальной комиссии по чрезвычайной ситуации о приостановлении лицензий 6 телевизионных каналов. Все телевизионные каналы так или иначе аффилированы с Шором и с Россией, потому что ретранслируют, получается, национальный федеральный телевизионный канал. Это вызвало определенный скандал в социальных сетях, пока только в социальных сетях, и обвинение в цензуре. Вот цензура это или защита информационного пространства, потому что эти каналы, понятное дело, это общеизвестный факт, есть куча мониторингов, которые показывают, что они просто манипулируют общественным мнением, и манипулируют общественным мнением не только в пользу определенных политических сил, но и в пользу Российской Федерации. Вот что это? Это защита информационного пространства от тлетворного влияния пророссийских средств массовой информации или это цензура? Я предлагаю поговорить об этом с гостем сегодняшней передачи Петром Маковей, исполнительный директор Ассоциации независимой прессы. Господин Маковей, здравствуйте, слышите ли вы в студии? Здравствуйте. Ну, господин Маковей, как вы оцениваете это решение? Вот это С моей- цензура или это защита информационного пространства? Ну, это однозначно не цензура, и нужно понимать, что такое цензура. В данном случае я воспринимаю это как первый шаг к защите молдавского информационного пространства от влияния российской пропаганды, в первую очередь. И не секрет ни для кого, и вы это тоже сказали сейчас, что общеизвестно, что эти телеканалы являются, в принципе, рупорами российской пропаганды. И это было видно очень ясно в первые дни начала войны России против Украины, когда эти каналы, по большому счету, представляли позицию России. И даже всем помните тот факт, когда одно из этих телевидений ретранслировало, в принципе, почти часовой дискурс президента России Владимира Путина, в котором они продвигали свои нарративы и обвиняли Украину в нацизме и во всех остальных грехах и разную фейковую информацию продвигали. Далее, когда против них были предприняты какие-то меры со стороны Совета по телевидению и радио, и они были оштрафованы за нарушение статей Кодекса телевидения и радио, который предусматривает равноудаленное плюралистическое представление информации, некоторые из этих каналов просто-напросто они забыли о существовании войны в соседнем государстве, войны России против Украины. И, То есть кстати, они перестали транслировать российскую официальную позицию, но и войну никак освещать не... да, и войну никак не освещали или освещали очень пространно события, которые происходят. Допустим, телеканал РТР сейчас настаивает, то есть они продвигают активно ту позицию, что Россия хочет мира, а президент Зеленский и Украина отказывается от переговоров. И это, конечно же, неправильно информировать, это дезинформация, по сути, если не представлять контекст, в котором все это происходит, с одной стороны. С другой стороны, это телеканалы, которые финансируются из непонятных источников, нетранспарентных источников. В большинстве своем эти телеканалы аффилированные Илану Шору, как вы говорили, а это человек, который находится под следствием, которого, напоминаю, суд первой инстанции приговорил за коррупцию к длительному сроку заключения, а его адвокаты уже несколько лет успешно тормозят и принятие окончательного решения со стороны апелляционной палаты. Затягивают судебный процесс, да? Затягивают судебный процесс. Затягивают судебный процесс под разными выдуманными предлогами. И однозначно, что он использует свое влияние и свои финансы, украденные из банковской системы Республики Молдова, для того, чтобы продвигать и не только себя, но и пророссийскую позицию, потому что Илан Шор стал сейчас основной картой Российской Федерации в Республике Молдова. Если мы раньше говорили о том, что Игорь Додон и партия социалистов являются как бы представителями России в Республике Молдова, то сейчас однозначно, и он сам это говорит, и российские каналы об этом говорят, представляя Илана Шора как пророссийского политика. И через эти протесты, которые он успешно организует за деньги
несколько месяцев уже в Кишиневе и в некоторых городах Республики Молдова, они в принципе продвигают российскую позицию и пытаются дестабилизировать ситуацию в Республике Молдова в контексте войны, которую Россия завязала в Украине, и в контексте энергетического кризиса, который отчасти тоже является следствием этой войны и позиции России в регионе. Ну, это такой общий тренд и у пророссийских телевизионных каналов, и у пророссийских политиков говорит о том, что, в принципе, делать вид, что войны не существует, и тот факт, что в соседнем государстве идет война, и Россия идет с агрессией не только по отношению к Украине, а российская агрессия якобы на нас вообще никак не влияет. Это вообще здесь ни при чем. Здесь совершенно другие причины внутреннего характера. Вот такой нарратив мы слышим и у политиков, и у каналов. То есть... Я так понимаю, в этом основная проблема, да? Я согласен с вами, но я хочу даже сказать, что то же самое происходит и на общественном канале Гагаузии. В новостях, в выпусках новостей ГРТ вообще войны не существует. Не было никаких новостей о войне. И я это знаю, потому что мы занимаемся мониторингом телевидения, публичного телевидения ГРТ. Когда? И мы последние 3 месяца мы это делаем, и мы замечаем, что по большому счету эта тематика полностью отсутствует в новостях. Даже тогда, когда на территорию Республики Молдова падали ракеты, которые являются прямым следствием этой войны, на ГРТ об этом вообще ничего не говорили. Более того, не в новостях, а в некоторых передачах, ток-шоу, которые есть на общественном канале Гагаузии, напоминаю, общественном канале Гагаузии, транслируются нарративы и месседжи пророссийских политиков из автономии без представления альтернативных точек зрения. И это тоже является огромной проблемой. По большому счету, те 6 телеканалов, действие лицензий которых было приостановлено комиссией по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, они тоже в последнее время занимались манипуляцией то есть они не рассказывали о войне, а это тоже является манипулированием общественного мнения, когда рядом происходит, на несколько километров буквально от Кишинева происходят военные действия и умирают люди, и все цивилизованное сообщество мира борется с войной России против Украины, а телеканалы замалчивают, это является техникой манипуляции общественным мнением. И в том числе за это эти телеканалы были оштрафованы Советом по телевидению и радио, а сейчас действие их лицензии приостановлено. С моей точки зрения, это оправданное решение молдавских властей, и я бы даже сказал, что оно запоздало, потому что война длится уже 300 дней. Да, сегодня 300 дней, кстати, да, 300 дней, как длится война. И такой вопрос, а не половинчато ли оно? Потому что решение КЧС говорит о том, что оно длится только на период чрезвычайного положения в стране. Чрезвычайное положение вводится, как мы знаем, на 3 месяца, потом парламент его, как правило, продлевает. Ну, допустим, вот этот нынешний ЧС истечет, ну, там, через некоторое время, потом, допустим, парламент его продлит еще раз, да, по просьбе правительства. Ну, допустим, еще на 3 месяца. А есть опасность того, что чрезвычайная ситуация закончится, и эти каналы начнут опять транслировать дальше. Не половинчато ли это решение в данном случае? Нет ли каких-то более действенных, окончательных и бесповоротных решений для того, чтобы каким-то образом более эффективно бороться с этой пропагандой, которую мы наблюдаем? Да, это полурешение, я бы сказал, этой проблемы. И действительно, по истечению периода чрезвычайного положения решения комиссии будут уже равны нулю, и эти каналы могут продолжить свою деятельность. Напомню, что в некоторых странах, как то балтийские страны, эти телеканалы были запрещены давно. Недавно было принято решение на уровне Евросоюза, чтобы приостановить лицензии некоторых телеканалов, которые являются собственностью людей, против которых были введены санкции. Лично мое мнение заключается в том, что в молдавском законодательстве в принципе должно быть те же самые меры приниматься, и Совет по телевидению и радио должен иметь полномочия, чтобы люди, которые имеют активы в медиакомпаниях Республики Молдова, а они являются
фигурирует в европейских и международных санкциях за коррупцию, за нарушение правового государства, за другие нарушения прав человека, они не могут являться собственником средств массовой информации, потому что они манипулируют общественным мнением через эти средства массовой информации. Я надеюсь, что это только первый шаг к тому, чтобы защитить, наконец, молдавское информационное пространство от иностранного влияния, в данном случае негативного влияния российской пропаганды. Потому что некоторые из ваших телезрителей, может быть, некоторые другие оппоненты могут сказать, что у нас есть и влияние из румынского, идет и румынское влияние в Республике Молдова, и европейское, и американское. Это не совсем так, потому что мы, во-первых, говорим о том, что является пропагандой войны и пропагандой ненависти. Эти телеканалы, в принципе, продвигали этот язык вражды против украинцев в конкретном контексте войны, которую Россия начала в Украине. Они, в принципе, нарушали права украинцев, и они, соответственно, не надо путать свободу выражения мнений и свободу пропагандировать и продвигать язык вражды. Эти телеканалы этим занимались, и это в любом случае является нарушением. Да, у нас в нашем законодательстве есть некоторые проблемы, не в полной мере законодательство Республики Молдова, в том числе в области телевидения и радио, защищает молдавское информационное пространство. Я надеюсь, что это начало более жестких действий по отношению к тем, кто засоряет молдавское пространство медийное. Есть некоторые журналисты, в том числе те, которые работают на этих телеканалах, которые сейчас возмущены, потому что они потеряли... Якобы остаются без работы, да? Да, временно или окончательно потеряли свою работу. Они пытаются сказать, что это, по большому счету, это неправильное отношение по отношению к ним, и осуждают меня и другие организации, которые говорят о том, что нужно защищать молдавское информационное пространство. Мне кажется, я уверен, что журналистика должна служить общественному интересу. Если журналистика прислуживает каким-то олигархам и через материалы, которые они делают, они продвигают интересы другой страны в Республике Молдова, по большому счету это не является журналистикой. И нужно это понимать и отделять зерна от плевел. Хорошо, а вот в чем проблема? Я бы хотел попросить вас развить эту мысль. Да? Вот они говорят, хорошо, в чем проблема? Мы не говорим о войне, мы вот такие пацифисты, да? Мы за мир, мы за то, чтобы стороны сели за стол переговоров, а вот они не хотят садиться за стол переговоров. Вот в чем здесь проблема? Вот мы могли бы объяснить? Да, тут полно пацифистов в Республике Молдова. И Башкан Гагаузев Ирина Влах в том числе. Я вчера видел на одном телевидении, она большая пацифистка, оказывается. Да. Мы и не знали, да. Это тоже является формой манипулирования общественным мнением. Нужно говорить людям правду. А правда заключается в том, что одна страна напала на другую страну, и эта война была не спровоцированная, а все попытки сказать, что это НАТО там продвигалось и что-то там делало против России, они равны нулю, потому что по большому счету кто напал, кто начал войну, кто убивает, в том же не только военных, но и невинных людей, гражданских лиц в Украине, женщин и детей, это Российская Федерация. А из каких-то своих интересов, партийных или личных, или бизнес-интересов, которые есть у некоторых гагаузских политиков, молдавских политиков на национальном уровне в России, делать из этого, пытаться оправдывать войну, это по большому счету это преступно. И сейчас выказываться большими пацифистами, это по большому счету повторять те же нарративы, которые выдает российская пропаганда. Почему Россия сейчас ставит большой акцент на якобы переговорах, что россияне хотят переговоров, Путин хочет, а Зеленский никак не соглашается на переговоры? Потому что российская пропаганда настаивает на том, что переговоры начались уже отходя от ситуации, которая есть в данный момент.
с То есть тем, мы чтобы- захватили, дальше Да. разговариваем, да? Да, давайте будем дальше разговаривать. Нет, и это и весь цивилизованный мир ратует за то, чтобы возможность таких переговоров только с условием отвода войск на границы, которые были хотя бы до 24 февраля этого года, уже не говоря о ситуации с Крымом и так далее. Но с таких позиций Российская Федерация сейчас пытается провести переговоры и манипулирует общественным мнением тем, что якобы украинцы и президент Зеленский не хотят. А молдавские политики, которые являются по большому счету агентами влияния России в нашей стране, в том числе Ирина Влах и некоторые депутаты Народного собрания Гагаузии, повторяют это за российской пропагандой. По большому счету они ничем не отделяются в данном случае от того же Соловьева или от Скобеевой и других российских пропагандистов. Хорошо, а вот доколе вообще свобода слова разрешена вот в таких ситуациях? Потому что мы как бы все привыкли, и, знаете, все говорят, ну вот вы же европейцы, да, вы же там как бы за Европейский Союз, а там же вроде демократия, как вы можете ограничивать свободу слова? Вот и вчера Ирина Влах на одном из ток-шоу, ну, у Анатолия Голя на ТВ-8, говорила, что а вот зачем государство должно запрещать мне смотреть то, что я хочу? Никто не запрещает Ирине Влах смотреть, что она хочет. Она может смотреть по спутниковому телевидению все, что она хочет. Абсолютно все. В данном случае речь идет об использовании телеканалами частот. А частоты являются национальным достоянием Республики Молдова. Это то же самое, как телевидение ГРТ за деньги гагаузских налогоплательщиков в новостях манипулирует тем, что оно не рассказывает о войне в Украине. То есть это национальное достояние. И сейчас, после того, как комиссия по чрезвычайным ситуациям временно приостановила действие этих лицензий этого телевидения, а эти телевидения могут, те, которые являются большими поклонниками этих телевидений, могут их смотреть, допустим, в социальных сетях или где-то там в другом месте. Все могут смотреть российские телеканалы через спутниковое телевидение. Это не означает, что то есть доступ к ним запрещен полностью. Однако национальное достояние Республики Молдова, частоты не могут быть использованы для продвижения войны и языка вражды. Да. И, кстати, я еще один аспект очень важный, потому что были разные декларации, в том числе в Гагаузии, и которые гагаузские депутаты, в принципе, повторили за Марией Захаровой, пресс-секретарем Министерства иностранных дел России, те же самые месседжи. Нет, они повторили за Ириной Влах, а Ирина Влах повторила за Захаровой. Вот примерно там такое. этот хор, он очень хорошо поставлен, насколько я понимаю. Да, он такой очень они синхронный, да. друг за другом, даже не очень сильно в текст правя этот текст. Да, есть нарратив о том, что, оказывается, через это решение дискриминирует русскоязычных жителей Республики Молдова. Во-первых, давайте не будем обобщать, потому что обобщение тоже является техникой манипуляции. Не все русскоязычные жители Республики Молдова являются подвижниками России, и далеко не все оправдывают войну, которую Россия начала против Украины. Это раз. Во-вторых, есть много телеканалов, которые делают качественный продукт на русском языке. В том числе общественное национальное телевидение, но и другие телеканалы, которые делают контент на русском языке. Мне кажется, что люди, которые привыкли смотреть только телеканалы, лицензия которых сейчас было временно остановлено решением комиссии по чрезвычайным ситуациям, должны просто посмотреть, какой журналистский продукт представляют и другие телеканалы, с тем, чтобы проинформироваться. И я надеюсь, что они это сделают, потому что в отличие от этих телеканалов, которые по большому счету были пропагандистскими рупорами, будь то Российской Федерации или местных политиков, у которых большие проблемы с законом, я надеюсь, что эти телезрители, потребители СМИ смогут найти достойную альтернативу. Ваши прогнозы, как вы видите дальше развитие ситуации? Будет найдено какое-то более устойчивое перманентное решение или все ограничится вот этими полумерами?
Я надеюсь, что будут изменения в Кодексе телевидения и радио Республики Молдова. Я лично буду на этом настаивать, чтобы были изменения в Кодексе телевидения и радио, чтобы дать больше полномочий Совету по телевидению и радио в этой ситуации. Но однозначно мы должны, опять же, следить за тем, чтобы власти не передергивали, чтобы эти решения не могли действительно сказаться на свободе выражения мнений в Республике Молдова. Лично я оцениваю, что это решение было правильным в данной конкретной ситуации. Но будем надеяться, что эта война закончится. И закончится тем, что страна, которая является агрессором, потерпит поражение в этой войне. Это было бы справедливо со всех точек зрения. Но когда эта ситуация, когда мы вернемся к нормальной жизни, будем так говорить, не военной ситуации, нужно следить за тем, чтобы власти, действительно, плюрализм мнений должен быть в любом случае. И это законом предусмотренная норма. И те телевидения, которые не гарантируют плюрализм мнений, должны быть однозначно наказаны. Да, мы должны представлять, и хорошие, профессиональные журналисты должны представлять и позицию официальной Москвы, официального Кремля относительно этой войны. Но очень важно давать людям и контекстную информацию, чтобы люди понимали, кто развязал войну, что такое, на каких условиях Россия хочет этого мира, а не повторять, как сделала Ирина Влах и некоторые депутаты Народного собрания, кремлевские пропагандистские нарративы. Ну и тут, наверное, последний вопрос очень важный. Он, кстати, встал достаточно остро, хотя мало кто на него обращает внимание, но он стоит достаточно остро в последнее время. Вот мы имеем, вы уже упомянули региональное общественное телевидение. Это один из двух общественных телерадиовещателей. Да? Есть национальный телерадио Молдова и есть региональный ГРТ, Гагауз радиотелевизион. Значит, мало того, что, вот как вы сказали, они о войне вообще ничего не говорят. Даже когда Молдова погрузилась в блэкаут из-за бомбардировок Украины, мы там практически 6 часов сидели без света, они об этом, ну не знаю, вы говорите, что они ничего не сказали. Об этом было, не было о ракетах, которые упали. Не было о ракетах, которые упали. Более того, и председатель наблюдательного совета ГРТ, и исполнительный директор ГРТ являются организаторами тех самых протестов, где звучали все вот эти вот проклятия в адрес Майи Санду, президента, и призывы идти и договариваться с Россией. Ну, грубо говоря, про российский нарратив. Вы говорите, что эти 6 каналов лишены, нельзя и позволять им пользоваться общественным достоянием как чистота для того, чтобы они продвигали эту пропаганду или манипулировали общественным мнением. В случае с ГРТ здесь ситуация еще хуже, потому что, во-первых, они пользуются национальным достоянием, таким как чистота, во-вторых, они еще финансируются из бюджета. И люди, которые ходят на митинги, организуют митинги, пророссийские митинги в поддержку агрессора, еще и получают заработную плату из бюджета. Как быть с этим? Ну, это, конечно, ситуация из ряда вон выходящая. И тот факт, что председатель наблюдательного совета является политически ангажированной фигурой, это вообще скандальная история. И мне кажется, то есть мне не кажется, я уверен, что Народное собрание должно с этим разобраться, хотя, насколько я понимаю, исходя из того, кто является депутатами Народного собрания, я так понимаю, что они в принципе, очень рады этой ситуации. Ну, то есть они уже разобрались, исходя из своих интересов? Ну, вот примерно. Да, конечно же. Они просто поставили своего человека там, но более того, я возмущен тем, что этот товарищ, который является председателем наблюдательного совета, еще делает какие-то брифинги, а общественное телевидение почему-то считает нужным давать прямую трансляцию этих брифингов, а потом в выпуске новостей в течение почти 5 минут этот человек делает очень серьезные обвинения, и общественное телевидение не дает точку зрения людей, которых он обвиняет, это является прямым нарушением закона. И мне кажется, что и Совет по телевидению и радио Республики Молдова должен заняться мониторингом ГРТ, потому что так же, как и все остальные
радиовещателей Республики Молдова. Закон обязателен и для телевидения ГРТ. Даже если есть там местный закон, это не значит, что национальный закон не должен быть исполнен. С этой точки зрения я наблюдаю на ГРТ нарушение законодательства, и мне кажется, что Совет по телевидению и радио должен мониторить это телевидение и принимать какие-то решения. Да, опять же, я понимаю, что есть очень разные полярные мнения относительно, к сожалению, пока что у нас еще очень много людей, которые поддерживают действия России в этой войне. Но это не означает, что на общественных телеканалах, будь то национальный или региональный, эта позиция страны-агрессора должна, если не приветствоваться, то хотя бы каким-то образом находить объяснение этому. Это далеко неправильно. А тот факт, что на общественном телевидении очень часто звучат обвинения, не всегда обоснованные, некоторые действительно обоснованные, но очень часто необоснованные обвинения и даже фейковые какая-то информация относительно, допустим, этой кампании ЛГБТ в школах, которые до сих пор гагаузские местные политики, об этом говорят в передачах, а журналисты, которые в принципе должны быть проинформированы о том, что это не компания, которая проводит... И никакой компании нет, по сути, да? Никакой компании нет. Да, это не государственная какая-то акция, а журналисты только поддакивают это. И более того, есть случаи, когда модераторы передач, они в принципе провоцируют своих гостей для того, чтобы они делали заявления против правительства и так далее. Это далеко не журналистский подход. И да, мне кажется, что журналисты гагаузской автономии должны очень хорошо задуматься о миссии журналиста и не пытаться входить в какие-то политические игры местных политиков. Господин Маковей, спасибо большое, что пришли к нам, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. С удовольствием. До свидания.